же. Значит, вот так вот мы все едем. Да, стрелочки у нас бегают. Так, очень много иномарок всяких разных. Ну, немножечко у меня получается, рука трясется, это от волнения, наверное, большого. Ну вот мы выезжаем на улицу Кальвица, где грузовое предприятие номер 1 находилось. Сейчас это все закрыто, все снесено. Справа находится магазин «Аристократ», но он у меня не захватывается в кадр. Так, едем. Ну ладно, сейчас временно отключается. Тут мы проезжаем возле винзавода, это Дзержинского. Вот, улица Дзержинского. Она мало изменилась, конечно, но ничего. А? Я сижу на заднем сиденье, немножко меня потряхивает. Ну, меня простят мои телезрители. Меня просили снять все подряд. Вот я и снимаю все подряд. Для кого-то это родные места, кто увидит, вот, пожалуйста. Пока ничего нет интересного, но записываю все подряд. Магазин «Колизей». Сейчас он покажется. Работает 24 часа в сутки. Вот он. Поближе я его пытаюсь снять. Всегда народу очень много. Магазин. Немножко машина тут у нас. Дзержинского, улица Дзержинского. Вот мы едем потихоньку. Вот. Часть улицы Дзержинского, это мы с машины ведем съемку. Часть улицы Дзержинского немножко, значит, у нас вот она, улица Дзержинского. Вот. Сейчас часть улицы Дзержинского перекрыта ввиду ремонта дороги. Все-таки город у нас северный, построен на вечной мерзлоте. И всякие сюрпризы она нам преподносит, как правило. Вот, сейчас мы сворачиваем на улицу Лермонтова, которая находится справа. Вот. Сейчас будет поворот. Потом я покажу вам новое здание. Так, это вот остался магазин «Дружба». Вот, значит, выйду съемку, продолжаю. Это улица Лермонтова. Так, мы едем. Ну, пока. Вот. Вот видите, какие появляются новые дома. Вот сейчас у них построено с правой стороны. Вот мы сейчас увидим новую церковь. Так, это все жилые дома, вот построены новые. Вот улица Свердлова. Вот это вот у них новая церковь. Вот. Ведь лютеранская церковь. Почему-то много, видимо, лютеранов тут будет, протестантов. Вот. Появились новые автобусные остановки с ларьками. Так, ну это старое медучилище, так и она осталась. Ну все. Алексеева, улица Петра Алексеева. Вот. Новый рынок Чаран. Да. Право техникум связи.
справа техникум связи, но мы уезжали, он уже действовал, работал. Вот так вот мы едем. Новые массивы, конечно, город расстраивается, но... Вот так вот. Сейчас мы едем к площади. Центральная автострада города Якутска. Ага. Центральная автострада города Якутска здесь будет проходить. Ну, приезжаемся мы к площади Орджоникидзе. Дорогие мои телезрители. Вот. 4-й магазин 22 июня. Часть крыла рухнула, но его восстановили пока. Надолго ли это, неизвестно. Сейчас будет с правой стороны Якутский национальный театр строится. Ну, это площадь Орджоникидзе, пожалуйста. Новый Якутский драмтеатр. Обещают в будущем, в 97-м году, его сдать. Ну, все узнают, значит, это бывшая гостиница «Лена». Сейчас она стала очень дорогой, очень престижной гостиницей. Вот. Она отремонтирована, это старое крыло. И называется она гостиница «Стерх». Сейчас зрители снимаем проспект Ленина. Вот наша дорогая мэрия. Вот. Здания, в принципе, остались те же. Кое-где сделали вставки, косметический ремонт, ну, чисто такой. Кинотеатр центральный, прошу прощения. Это, Вовка, для тебя. Это вот тут наша была остановка. Тут мы выходили всегда. Где был магазин Буратино. Сейчас находится магазин Якут мебели. Называется он, ну, я не успела почитать. Так, ну, это... Так, ну, в общем, вот, где это вот для опять Владимира Николаевича, поясняю, где находился институт граждан-проект, теперь размещена гранильная фабрика, вот, Владимир Николаевич, откуда вы уехали, это центральный вход, и зря вы, конечно, в таком здании красивом. Сейчас мы приближаемся к площади Ленина. Это главная площадь нашей с республики. Сними слева, Лена. Слева, как я теперь сниму, там ничего не... Да нет, я уже прыгать не буду. Вот, ну, в общем, так, это, значит, магазин Холба, детские сады были Холба, сейчас там сеть, на первом этаже сеть магазинов, кафе, вот это вот новое здание построено, это ЗАГС будет с левой стороны, вот мы проехали, значит, это ЗАГС, Институт космофизики, но это все осталось прежнее. Слева здание президентского. Слева находится, вот будет, значит, строиться, Построенное здание. Кусочек успела я снять, это жилой дом президента. Здесь будет жить наш президент. А я снимаю ректорат, бывшее здание ректората. Вот, значит, мы сейчас проезжаем его. Ну, немножечко его не захватываю все, но это магазин Туймада. Все равно, Саша. Так. А, вот сейчас Якутский театр снимаю. Да. Сейчас я снимаю наш Якутский театр. Не успела снять. Вот, Якутский наш театр. Сейчас мы едем по улице Петровского. Конечно, улицу Петровского можно сказать, что не узнать. Она очень изменилась. Новый институт. А это вот что бордовое выглядывает? А я не знаю, как это называется институт, а рядом будет институт проблем Севера. Вот это институт проблем Севера. Конечно, приходится много заниматься проблемами. Делать стекло там, сними там, что не замерзшее. А я здесь снимаю пока. Ну, и тоже назвали, надо показать. Старое и новое. Вот это, значит, у нас. Да, это
Это типографский Шанхай. Кстати, типография купила очень много квартир для своих жителей, работников. И проблема очереди у них снята. Наше путешествие по улице Петровского. Ну, вот дома тут все посносили. да. Вычищено уже, конечно, становится. Гаражи поубирали. Да. Снимаю, где работает моя подруга. Называется оно сейчас ТЦМ-18. Так, значит, мы выезжаем с правой стороны. Ну, все узнают эту дорогу. Лесная, остановка лесная, то есть была с правой стороны кинопрокат и так далее. Здесь ГАИ. Но это еще было построено при нас. Сейчас его отделали. Вот, сейчас его отремонтировали снова. Это было совсем не старое. Это Вилюйский тракт. Здесь живут новые русские якуты. Вот, значит, вот мы видим, какие они строят себе дома. Маленькие дачки называются. Это построено главным Перекресток Вилюйского тракта и улицы Билибина. Вон там находится моя работа.